Конечно, это акт агрессии, абсолютно под надуманным предлогом. И напоминает, конечно, эту всю ситуацию 2003 года, когда США, Великобритания со своими некоторыми союзниками вторглись в Ирак без согласия Совета Безопасности, в глубейшее нарушение международного права, но когда хоть как-то пытались какой-то показать вещдок. И, как мы уже говорили, есть все основания полагать, что та территория в провинции Идлиб, по которой сирийские ВВС наносили удары, контролировалась теми самыми нусровцами, которые в районе нанесения ударов имели свои части, вооружение, технику, и там же, как выяснилось, была фабрика по оснащению фугасов химическим отравляющим веществом. И мы эти факты представили и не говорили, что это истина в последней инстанции, сказали, что это та информация, которой мы располагаем, и стали требовать немедленного направления экспертов Организации по запрещению химического оружия в район этого инцидента, чтобы там своими глазами можно было убедиться, что же все-таки произошло. И меня, конечно, удручает то, что это все наносит ущерб и без того подорванным отношениям между Россией и Соединенными Штатами, но надеюсь, что эти провокации не приведут к необратимым каким-то результатам.